Яков. Драгоценные братья и сестры, я приветствую вас любовью Христовой. Слава Богу, нашему Отцу, нашему Небесному, за этот прекрасный день, за то, что Он его благословил полностью, с избытком. И давайте откроем наши сердца, наши рты, чтобы провозглашать Его царем нашей жизни. Ибо Он достоин хвалы и поклонения. Давайте будем славить, чтобы атмосфера, она накалялась, чтобы присутствие Духа Святого здесь полностью все охватило. Пусть Господь царствует в нашей жизни, все слава да будет Ему. Благ и милостив Господь, здесь в присутствии Твоем поклоняемся и превозносим святое имя Твое. Господь, благ и милостив, здесь в присутствии Твоем поклоняемся и превозносим святое имя Твое. Благодарим Тебя, Господь, за Твою благость. Помни, Бог благ, несмотря ни на что, несмотря ни на то, что происходит в Твоей жизни. Бог благой Бог. Аллилуйя Тебе, наш Бог.
вся жизнь моя, Иисус. Ты мой свет, моя мечта, ты мой мир, моя судьба. Я живу лишь для тебя, Иисус. Радость подарил, благодать излил, мое сердце изменил. Возлюбил меня, с тобой счастлив я. Буду славить лишь тебя. Не забуду никогда, что ты сделал для меня, Иисус. Для тебя мои слова, для тебя моя хвала, для тебя вся жизнь моя, Иисус. Ты мой свет, моя мечта, ты мой мир, моя судьба. Я живу лишь для тебя, Иисус. Бырастыгыны егер анымын, өлүктен босголодун олокун бери анилар күтүктү. Эйерем тыла анда умном соган каждый день нашей жизни мы посвящаем Тебе, наш Бог. Спасибо Тебе. Ты велик, и нет в мире никого, кто б сравниться мог с Тобой. Нет подобного Тебе, Бог мой. Ты благой, Твоя милость без конца, и со мной любовь Твоя
Тебя живу, я для Тебя пою, своей жизнью я хочу Тебя прославить. Я для Тебя живу, я для Тебя пою, своей жизнью я хочу Тебя прославить. Я для Тебя живу, я для Тебя пою, своей жизнью я хочу Тебя прославить. Я живу, чтоб Ты прославлен был, я пою для Тебя. Мое сердце превозносит Твое имя. Я живу, чтоб Ты прославлен был, я пою для Тебя. Своей жизнью я хочу прославить лишь Тебя. Я живу, чтоб Ты прославлен был, я пою лишь для Тебя. Мое сердце превозносит Твое имя. Я живу, чтоб Ты прославлен был, я пою лишь для Тебя. Своей жизнью я хочу прославить лишь Тебя. Лишь Тебя, только Тебя. О, наш Иисус, славим Тебя, наш Бог, только Тебя. О, Иисус, славим Тебя, только Тебя, наш Бог, только Тебя. О, мы славим Тебя, Господь. О, спасибо Тебе, наш Бог, что Ты есть в нашей жизни, что Ты открылся нам, Господь. Аллилуйя, что Ты избрал и нашел нас, наш Бог. Мы славим Тебя, Иисус. Ты великий наш Бог, и вся слава только Тебе, Иисус.
Господь, мы превозносим Тебя на этом месте. Господь, мы так хотим быть к Тебе ближе в каждом дне, Иисус. Спасибо Тебе, что та драгоценная жемчужина, которую мы нашли когда-то давно, это так ценно, Иисус, знать Тебя, любить Тебя, быть с Тобой в каждом дне. Спасибо, наш Бог. Так долго искал я сокровищ на этой земле. Кое-что находил, а что-то терял. Так было в жизни моей. Сокровища я так ценил, те, что приобрел. Пока драгоценную чудо-жемчужину я наконец не нашел. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Все сейчас свое я отдаю, Тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Самая большая, Ты моя жемчужина, Иисус, сердце замирает. Все сейчас свое я отдаю, Тебя приобретая. Но ведь это Ты меня нашел и своею кровью приобрел, на кресте страдая. На кресте страдая. Эрдәругунну көрдүрү сирдеги бай долуми. Буларын элбеги сүдерери, элбеги Аллах устата. Бубуппун олус күндүлен, карысты задырым. Иисус куртук жипти, кере күндү таңы, сүреп бер ылеминине. Күндү таңын болагын Иисус, самай күндү таңы. Олокпун эйеге аңыбын, эйигинен толаны. Атын сөгер бин халларын, эйигинен Иисус мин болом. Самай күндү Иисус, самай келе Иисус. Күндү таңын болагын Иисус, самай күндү таңы. Олокпун эйеге аңыбын, эйигинен толаны. Иисус беймигин булбутун, мен туспар олокун бербити. Эрей көрөңүм, жемчужина, Иисус, самая большая. Все сейчас свое я отдаю, Тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Самая большая. Ты моя жемчужина, Иисус, сердце замирает. Все сейчас свое я отдаю, Тебя приобретая. Но ведь это Ты меня нашел и своей кровью приобрел, на кресте страдая, на кресте страдая. Спасибо, Господь, за все, что Ты делаешь для каждого из нас. Благодарим Тебя, наш Бог. Мы недостойны ничего, Господь, из того, что Ты сделал для нас. Мы и слезинки недостойны Твоей, Господь. Но Твоя любовь настолько велика,
что Ты простер ее каждому из нас, что Ты обнимаешь каждого из нас, Иисус, что Ты так сильно любишь каждого, Иисус. Спасибо Тебе, что нам не нужно заслуживать Твою любовь. Нам нужно просто принять ее как дар, как чудесный подарок от Тебя, Иисус. Спасибо Тебе за все, что Ты делаешь и будешь делать, Господь, что Ты с нами в каждом дне. Господь, мы благодарим Тебя за Твою безмерную благодать, за Твою безмерную любовь. Спасибо Тебе, наша драгоценная жемчужина. Ты есть краеугольный камень нашей жизни. Наша жизнь основана на Тебе. Мы на камне. Господь, и Ты сказал, что мы церковь, и врата ада его не одолеют. Спасибо Тебе, Отец, что мы сегодня свободные, что мы сегодня любимы Тобой, Господь. Ты принимаешь нас такими, какие мы есть. Твоя любовь, она способна и сильна разрушить всякие твердыни во имя Иисуса Христа. Да будет прямо сейчас разрушены всякие оковы, которые мешают тебе приближаться к Иисусу Христу. Всякие камни, которые стали преткновением твоей жизни, чтобы идти за Иисусом, прямо сейчас они уберутся с твоего пути. Во имя Иисуса Христа пусть изливается благодать Господа Иисуса Христа перед тобой, в твоей жизни. И мы сегодня провозглашаем кровь Иисуса Христа в нашей жизни, кровь Иисуса Христа на наших семьях, на наших детях, на наших поколениях, которые преследуют за нами. Славим Тебя, Иисус, Господь! Мы благодарим за церкви, которые Ты построил на этой земле. Пусть церковь Твоя утверждается Тобою, силой Твоей, силой Духа Твоего и Твоим могуществом. Мы сегодня говорим: Отец, мы нуждаемся в Тебе. Дух Святой, драгоценный, чудесный Божий Дух Святой, мы ожидаем Тебя. Наполняй нас, наполняй до избытка во имя Иисуса Христа. Пусть сегодня наши глаза еще будут ярко видеть, четко видеть то, что делаешь Ты, Господь. Мы хотим видеть Тебя, Отца Творящего. Наши уши сейчас открываются еще больше, чтобы слышать и принять от Тебя Слово, которое будет идти в нашей жизни с Тобою, с нами. Во имя Иисуса Христа, то Слово, которое сегодня будет посеяно в наших сердцах, мы верим, Господь, что оно принесет обильный урожай. Во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что сегодня Ты собрал своих детей в этой церкви. Здесь собрались представители разных церквей. Мы приветствуем пастора Сунтарской церкви Николая и ее супругу Лию. Мы приветствуем наших сестер с Нерингри, Светлану и ее маму Татьяну. Мы приветствуем драгоценную сестру Тамару с Хандыгы. Приветствуем сестер Айталину и других еще сестер с наших церквей сунтарских. Я еще, может быть, никого-то не назвала, но мы вместе одна семья. Мы все дети Отца, который любит и принимает нас такими, какие мы есть. И сегодня мы с вами вместе во имя Иисуса Христа, во имя того, чтобы церковь стала единой, мы будем принимать причастие. Причастие во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, и мы благословляем наше собрание. Ты поведи это собрание, ибо Ты есть Господь и Господин нашей жизни. Ты глава этой церкви, краеугольный камень. Мы благодарим Тебя, Господь, и благословляем. Пусть во всей нашей жизни будет воля Твоя, благая, угодная, совершенная. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. И сейчас, дорогие, драгоценные наши, мы будем молиться за наших детей, за то поколение, которое Господь поднимает, за будущих пасторов, за будущих евангелистов, за будущих пророков, учителей во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И я слово предоставляю нашей сестре Наталье Михайловне. Пожалуйста. Дети, вы где? Мы вас ждем.
Аллилуйя, Господь. Вся слава Тебе. Вся слава Тебе, Господь. Господи, мы так благодарим Тебя всем сердцем своим, всем разумением за наше наследие, которое Ты нам дал. Господи, мы так благодарны Тебе за каждого ребенка, за каждое сердечко, Господь. Господи, благослови. Благослови наших детей, наших внуков до 1000-го рода, Господь. Господи, дай нам мудрости в воспитании, Отец, быть примером для них. Господи, Отец, мы сейчас простираем руки и говорим: Господи, вся слава Тебе, вся слава Тебе, вся слава Тебе. Мы благословляем наших детей, которые здесь и которых сейчас нету с нами по какой-то причине. Молимся за тех детей, которые сейчас в других городах учатся или работают. Ты знаешь каждого. Ты знаешь наши сердца, за которые тоже переживает Господь. Господи, Ты знаешь все наши переживания. Ты слышишь все наши молитвы, все наши благословения, Отец. Господи, мы благословляем их крепким здоровьем. Это так важно, когда наши дети здоровы. Во имя Иисуса Христа. Да каждый наш ребенок, да прославлен будет. Да каждый дар, который Ты вложил, а их несколько, может, даже Ты, Господь, знаешь, да высвободится во имя Иисуса Христа. Господи, да будут они ходить Твоими путями, да будут они делать Твои дела. Господи, да будут они всегда в радости, и мир в сердце да пребудет в этих сердцах, Господь. Господи, благослови наших детей, благослови всеми своими благословениями, Отец. И сейчас, Господь, те дети, которые сейчас здесь, они приготовили свои сердца для того, чтобы то зерно, которое сейчас будет посеяно, дало плоды во имя Иисуса Христа. Те занятия, которые они проходят в нашей воскресной школе, Господь, принесли плоды во имя Иисуса Христа. Да будут наши дети мудры, целенаправленные, целеустремленные, доброохотные на добрые дела. Аллилуйя. Вся слава Тебе, Господь. Аминь. Слава Богу за детей, за их родителей, которые наставляют их Божьим принципам. И слава Богу за воскресные школы. Мы благословляем каждого учителя, тех учителей, которые сегодня будут учить их, наставлять их. Пусть Господь даст вам обилие благодати, пусть илей будет проистекать ручьем, пусть ручей с молоком и медом будет проистекать в вашей жизни. Во имя Иисуса. И еще одна часть нашего служения – это даяние. Мы благодарим, что вы есть верные даятели. Вы с любовью и благодарением Отцу приносите свои десятины, свои пожертвования в наш дом, чтобы он был действительно уютным, чтобы он был полной чашей добра, чтобы в нем была пища и духовная, и физическая. Потому что каждое воскресенье после проповеди слова нас ожидает стол, который полон физической пищей, да? И это благодаря нашим сестрам, которые с раннего утра трудятся и благословляют эту пищу, готовя ее с любовью для вас. Спасибо вам, дорогие наши сестры. И у нас есть еще мобильный номер карты церковной, где можем отправлять свои десятины. И пусть Господь благословит это семя доброе, благословить ваши труды во имя Иисуса Христа. Пожалуйста. Слава Богу, и мы благословляем эти финансы, которые будут собраны во имя Иисуса Христа. Господь, освети, благослови, даруй мудрости, чтобы эти финансы были распределены с такой мудростью, чтобы на все хватило, чтобы расширялось Твое Царство Божье.
И пусть будет приумножение вашей жизни, жизни церкви и жизни нашего города во имя Иисуса Христа. И сейчас я хочу предоставить слово Любовь Николаевне. Драгоценное, в последнее воскресенье мы всегда проводим хлебопреломление. И знаете, это такое таинство, великое таинство, которое нам оставил наш Господь Иисус и дал, как это нужно делать. В Слове Божьем описано, как Он это сделал. Он взял хлеб, возблагодарил и преломил его, и сказал, что это его тело, ломимое за нас. Поэтому мы должны приходить к этому как к святыне, прикасаться к телу его, прикасаться к крови его. Он сказал, что это кровь его завета, завета в крови. То есть все, что есть в завете, оно растворено в его крови. Все обетования в его крови, все благословения в его крови, исцеление в его крови, все, жизнь в его крови, жизнь в крови. Поэтому, драгоценные, Иисус сказал, чтобы мы это делали как должно, чтобы мы это делали с пониманием. Для чего мы делаем хлебопреломление? Для чего? Воспоминание того, что произошло на кресте. Крест – это все. Не было бы креста, не было бы ничего, драгоценные, для нас, никакой будущности. Поэтому благоговейно подходим. Сейчас мы помолимся, берем вначале хлеб, а потом только вино. И никак наоборот, драгоценные. Иисус дал нам образец. Поэтому я почему заостряю внимание, потому что я видела, что некоторые сделали наоборот в прошлый раз. Иногда так бывает. Хлеб первый, потом вино. Встаем и молимся. Дорогой Небесный Отец, Господь, благодарим Тебя, что Ты все предусмотрел, Господи, что жертва была заклана еще до сотворения мира, Господь. И сейчас мы можем приступать, Господь, с верой, с пониманием, с осознанием, что мы делаем, к этой святыне Твоей, Господи, к Твоему телу, ломимому за нас на кресте. Мы можем, принимая Твое тело, Господь, получать исцеление в ранах Твоих. Мы можем принимать жизнь Твою через кровь. Мы благодарим Тебя за тело Твое ломимое и за кровь Твою пролитую, которой Ты убелил наши грехи и простил. Спасибо Тебе, Господь, за все то, что Ты сделал. И пусть сейчас каждое сердце, оно наполнится той любовью, огромной любовью к Тебе, которую Ты имеешь к нам. Наполни, Господи. Пусть каждый представит, какая была цена уплачена за наше спасение. Мы благодарим Тебя за тело, Господи, и благодарим Тебя за кровь Твою. Славим Тебя, Господи, за все. Аминь. Драгоценные, вы не спеша подходите, как мы обычно делаем с этого ряда, друг за другом. Если вам нужно время помолиться, встаньте в сторону, помолитесь, потом поставьте вначале хлеб, потом вино. Только Ты один, так коснулся сердца моего. Твоя милость, как живая река, в вечности течет. Только Ты один, только Ты один, только Ты один, так коснулся сердца моего. Твоя милость, как живая река, в вечности течет. Слава Тебе за Голгофу и за
за кровь. Слава, слава Тебе за жизнь Твою, Иисус Христос. Только Ты один, только Ты один мне отдал сокровища свои. Небеса открыты передо мной. Я пришел домой. И все вместе слава Тебе, наш Бог. Слава, слава Тебе за Голгофу и за кровь. Слава, слава Тебе за жизнь Твою, Иисус Христос. Слава Тебе! Не молчи, пой! Слава, слава Тебе за Голгофу и за кровь. Слава, слава Тебе за жизнь Твою, Иисус Христос. За жизнь Твою, Иисус Христос. За жизнь Твою, Иисус Христос. Вся слава, Господь, только Тебе, наш Бог. Аллилуйя Тебе, наш Иисус. Слава Господу Иисусу Христу! Все, что мы имеем хорошее в этой жизни, это через Него, все для Него и им, во имя Иисуса, слава Ему. И сейчас я хочу представить нам нашего дорогого гостя, нашего брата, пастора Сунтарской церкви Николая. Приветствую, дорогая церковь. Меня зовут Николай. Я пастор Сунтарской церкви Царства Божие. Хочу передать привет от нашей церкви, вашей церкви. Вот недавно ваш пастор Алексей был у нас в гостях, он служил у нас, и он сказал такие слова: мы уже давно породнились, стали как родственники близкие. И здесь, отсюда вот стоя, я вижу наших сестер, которые ходили к нам, потом перебрались в Якутск, и здесь же ходят. Благословляю вас. Очень, очень приятно вас видеть здесь. Приятно видеть здесь тех людей, которых, когда я приехал в Якутск, 6 лет, 7 лет назад, а вы здесь были. И приятно видеть тех людей, которые новых людей здесь сегодня я вижу больше. И те люди, которые были тогда, и сейчас, вот вы, спасибо Богу за ваше постоянство. И спасибо Богу за группу прославления. И спасибо вам за то, что вы растете. Вот. Чувствуется ваша зрелость. И если вот честно, если бы я умел петь, я был бы прославленцем. Это моя тайная мечта Богу. Бог, даруй, научи меня петь. Да. И перед проповедью я хочу поделиться то, что мы с пасторами были в большой пасторской встрече в городе Хабаровске. Это моя была первая поездка, у Алексея, вашего пастора, вторая, по-моему. И вот эта поездка, представьте себе, вот сейчас посмотрите налево, направо, да, и вот посмотрите друг на друга. Представляете, там собралось 110 человек или 115, около того, и все, за исключением жен, да, получается, вот
пастора сидят слева и справа. Это те люди, которые посвятили свою жизнь служению Богу и Его детям. И прям, когда ты осознаешь, что то, что ты сидишь, и тот брат, к которому ты будешь обращаться, он такой же, как и ты такой же, как и он. И слава Богу за тех пасторов, за тех братьев, которые приехали и послужили нам. Это было как-то даже интересно. Наше мышление или наше сердце, или наше состояние пасторов, мы заточены, чтобы служить детям Божьим, чтобы быть послушным Богу. А когда сидишь в зале и вообще ни о чем не напрягаешься, ни о чем не думаешь, и тебе служат, даже подумали, где ты будешь ночевать, что ты будешь кушать, весь день распорядок, и ты как будто в раю. И гостиница такая 4-звездочная. Если хочешь, можешь идти в бассейн, хочешь, можешь в свободное время идти в тренажерный зал. А самое главное было приятное общение. И я старался уже не после первого дня, остальные 2 дня, старался за обедом, за завтраком, за ужином, за разные столы сесть. Потому что я был благословлен тем общением. Если даже я ничего не говорил, там поднимались такие темы, я просто сидел и вкладывал все вот это в свое сердце. Потому что люди делились своим опытом, делились своими переживаниями. Это было благословенное время. И дух вот этого собрания, когда мы там были, это было на первом месте это было общение. Общение братьев, общение. Мы делились, братья делились своим опытом, своими переживаниями. А также была поддержка. Это прям удивительно было. Когда они тебя понимают, ты их понимаешь. Как будто двойника своего, только просто другой национальности, другого возраста, да? Примерно те же переживания мы в сердце носим. И также у нас было партнерство. Вот, например, сегодня это проявление нашего партнерства. Алексей попросил, можешь у нас погостить, проповедовать, делиться словом? Конечно, брат, для меня это будет тоже очень хорошим опытом. Надеюсь, что через определенное время наша церковь тоже возрастет количественно и качественно, идя за Иисусом, за Богом нашим, да. И, конечно, там был обмен опытом и отдых. В следующем году я постараюсь взять с собой свою жену. Там было очень приятно видеть, как пастора с женами тоже отдыхают. Не просто в гостинице, а там есть парк такой, можно выйти, это на территории гостиницы, можно было отдохнуть. И вид Амура. Оказывается, там воздух очень приятный, потому что хвойные растения. Такого в Якутске, там другая растительность. Я был когда в Красноярске тоже, когда по парку шел, я был одурманен этим запахом. Я вспомнил, когда я был в Красноярске, приятное время было. И там также. И самое интересное, ветер теплый был, не холодный, спокойный такой. Так, давайте помолимся вкратце и приступим к слову. Так, время у нас 12 до ровно. Господь, Отец, молю Тебя, благослови меня на этом месте, благослови, чтобы Тебя здесь было больше, а меня меньше. Молю Тебя, Дух Святой, благослови моих братьев и сестер, которые сегодня пришли здесь. Я молю Тебя, чтобы Ты говорил, научал Духом Святым, Отец. Благослови наше собрание. Мы будем идти за Тобой и славить, и величать Твое великое имя. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Я свою проповедь назвал «В лодке с Иисусом». В лодке с Иисусом. И сегодня мы больше будем опираться на том эпизоде Писания, где происходило покаяние Петра и принятие Петра Иисуса Господом. И когда Иисус призвал Петра идти за Ним. Да? А до этого, если прочитать все 4 Евангелия и посмотреть, то история, я хочу вам предоставить свою такую версию, да, как это было произошло. Потому что если мы прочтем это в Евангелии 4 главе с 18 по 20 стиха, там написано так, что Андрей с Петром, Симоном, рыбачили. И Иисус подходит и говорит им: идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. И они как будто, даже ничем не могли сопротивляться, как будто чем-то так посмотрел на них, да благодати дал. И без вопросов, без ничего, мужики все бросили и как околдованные пошли за Иисусом, да? И идем? Будем ловцами человека.
Если мы так, если вот это прочитаем и увидим вот эту историю, тогда у нас складывается такое ощущение, то, что мы сидим и ожидаем, что кто-то придет и позовет послужить, либо сам Иисус явится, или во сне, да, либо во время молитвы Дух Святой коснется. Иди, ты будешь служить, ты будешь лидером домашней группы, ты будешь прославленцем, ты будешь играть на гитаре, да, а я не умею, научу, да, а ты будешь миссионером, да я не могу, у меня работа, будешь. И все, как будто мы, если мы там прочтем, то мы увидим, как будто у человека не остается выбора, когда Бог приходит и говорит, да. А если мы прочитаем всю Евангелие и посмотрим, что мы увидим, что перед тем, как Иисус позвать Симона и Андрея, были предшествующие там действия были определенные. Потому что мы, если увидим и прочитаем Евангелие от Луки в 4 главе, от Иоанна в 1 главе, да, 36 по 40 стих, мы там увидим то, что Андрей был первозванным. И апостол Андрей так и называется, Андрей Первозванный. Потому что Андрей был учеником Иоанна Крестителя. И когда Иоанн Креститель крестил Иисуса, он сказал, вот Мессия, вот за ним идите. А Андрей, точно мы можем идти, да, Иоанн? Конечно, идите. И они идут за Иисусом. Иисус оборачивается, вы что идете за мной? Хотим посмотреть, где живешь. Ну пойдемте, покажу, где я живу. И мы видим то, что первым был призван апостол Андрей. Потом Андрей пошел и это рассказал своему брату. Когда он услышал про учение Иисуса, Андрей дошел до определенного момента, и он осознал, это Мессия, мы нашли Мессию. И когда мы находим что-то интересное или что-то новое, да, ну даже элементарно, где-нибудь скидка очень хорошая в магазинах, да, ювелирном изделии или где-то в продуктовом, там хорошая скидка. Давай, туда, да, только никому не говори, и так народу там море, да. И приходишь весь Якутск, весь Унтар там получается. Но примерно так и было у Андрея. Он нашел того, кого искал, он нашел Мессию. И пришел и говорит Петру, мы нашли Мессию. Реакция у Петра была совершенно другой. Если у Филиппа было то, что он нашел Мессию, и он пошел этим поделился с Варфоломеем, а Варфоломей, что ли, может быть, чего-нибудь доброго из Назарета, да, получается. Но все равно ради меня, ради вот Филиппа, я же твой дружбан, пойдем посмотришь просто. И Варфоломей такой идет. Иисус сразу, вот истинно муж израильский, да, израильтянин, в котором нет лукавства, хотя у него что-то было такое, я тебя видел, когда ты был под смоковницей. Тогда вот Варфоломей уверовал. А Петр не такой, Симон не такой. У Симона было определенное другое мировоззрение или что ли, или он был загружен своими вещами. Потому что если мы увидим, дальше мы прочтем и увидим, здесь местописание уходит, если мы дальше прочтем в Евангелии от Луки 4 главе 38 стиха, то мы увидим то, что выйдя из синагоги Иисус пошел в дом Симона, Петра, и его туда по-любому позвали. Андрей, возможно, да? Он позвал, и Иисус зашел, и Иисус, зайдя в дом, видит или узнает, что теща Симона больна, получается. И люди шепотом, теща Симона больна. А что, можно к ней пройти? Это я от лица Иисуса говорю, да, конечно. Иисус стучится в комнату, да? Здравствуйте, можно я пройду? Да, можно. Можно я за вас помолюсь? Конечно. Иисус молится, исцеляет, она встает и начинает служить. Если мы там увидим, то там получается такая, как будто конференция произошла. Да? Это все происходит в доме Симона. Там Андрей позвал проповедника, скажем, Мессию. Он всем говорит, это Мессия. Он даже вот мою тещу Петра исцелил. И там, если мы прочтем, то Иисус, получается, изгоняет очень много духов, исцеляет людей от всяких болезней. И даже эта информация, и даже это действие, никакого действия не производит в сердце Петра. У Петра 0. Если мы так посмотрим на свою жизнь, получается, некоторые из нас, как будто мы Петры. Мы слышим об Иисусе то, что Он Мессия. Мы видим и слышим то, что у нас где-то вот происходит там исцеление.
Да, получается, он получил исцеление, там получили, там люди освобождение получили, а там люди освобождение от всяких болезней, своих проблем. У Петра своя проблема, у Петра свои дела. И мы видим то, что Иисус, Он как будто целенаправленно хотел призвать Петра. Он был рядом, он как бы его пути и пути Петра постоянно пересекались. И мы, когда мы будем дальше читать Евангелие от Луки, 5 главе, там начинается начало истории призвания Петра. Представим такую картину. Мужики, Петр и ребята всю ночь рыбачили, ничего не поймали, вышли, уже утро, и чистят свои сети. И тут появляется Иисус, за Иисусом Андрей, и там толпа некоторых. И там мужики стоят, о, Иисус идет. А кто? Да он тот, который тещу мою исцелил. И там еще многих, это тот Иисус? Да, тот. И стоят сети чистят. Вы когда-нибудь рыбачили? Сети чистили? После того, как несколько раз неводом прошлись, вот стоишь, с той стороны и с этой стороны, и трясешь ее. И вся там тина, ил, все летит. И не повезло тому, который против ветра встал. Все на него. Получается так. А она тяжелая. Они складывают. Иисус подходит, говорит, Петр. Петр, привет, Иисус, привет. Можно я зайду в твою лодку? Конечно. И вместе с Петром чуть-чуть отошли. И Иисус начинает проповедовать и учить народ. Люди сидят, и Андрей там, и мужики, ребята. Петра же ждут. Петр, я думаю, что он был начальником или как старшим среди этой бригады, да, скажем так. И сидят, и Петр сидит, он загружен в своих мыслях, он всю ночь ничего не поймал. Я думаю, он в конце лодки сидел. Он как бы, чтобы лодку не развернуло так волнами, он временами раз весло, и сидит, ладони протирает, мозоли, да, раз, и водички, волосы поправляет, одежду, слушает одним словом. Иисус учит, а он рядом сидит и думает. И многие из нас примерно в таком же и положении. Я тоже так в таком же положении был. И был в служении, сидел. Мне тоже так же проповедовали. Мне точно так же Иисус приходил и учил. А я был загружен. То, чего у меня не получилось. Все эти старые. Не получается. Загружен. И так как будто, такая ситуация получается, у всякого, у разного человека разные проблемы. В церковь иногда мы приходим, когда не Иисуса найти, а чтобы исцеление получить. Иисус в нашей лодке, мы в лодке с Иисусом, Иисус стоит, учит и говорит, а мы думаем, моя печень, моя простуда, моя болезнь. Мы об этом, наши мысли здесь. Кто-то думает о бизнесе своем, о кредитах. Откуда мне все вот это закрыть? Угораздило же меня кредиты. Это очень утомляет человека, выплачивать кредиты. Это даже не год, да, а годами, десятилетиями можешь ипотеку выплачивать. А тут у тебя с работой какие-то проблемы. И наши проблемы, и наша молитва Богу только об этом получается. А Иисус с нами в лодке. И также некоторые, иногда, в начале христианского пути тоже было. Господи, благослови мою жену, да, где бы она ни была. Я ее благословляю, допускай она хранит себя в чистоте и святости, да. Благослови ее мудростью, чтобы когда встретимся, она была мудрой. Но это так, братские такие молитвы. Такие, когда еще в христианстве еще не женился, смотришь, так вышел, никого не вижу. Господь, я думаю, что Он мне в сердце скажет, вот она, твоя жена. Тогда я прям не замедлю. Иисус только скажи, вот она, да, я прям действовать буду. Но это я про себя так говорю. Во время служения тоже сидел сзади там рядов, и на сестер смотришь, не она. Иисус скажет, не скажет, а Он стоит и учит. И так у всякого человека, у разных людей такие разные свои мысли, в своих проблемах. Иногда пришли на служение, чтобы как бы отметиться. Пришел, отметился перед пастором, пастор, я здесь, у меня все нормально. А сам сидишь и думаешь, сейчас поеду, баню затоплю, ребят позову, да? Либо сейчас поеду, уборочку сделаю. Вчера не сделал, устал. А сегодня, может завтра.
Точно, дочку напрягу, да? А что это она на той неделе 2 получила? Пускай здесь как бы приберется. Мы об этом, мы об разных вещах, только не о Боге, только не об этом. И мы видим то, что Бог, как Он с нами рядом. Он действует, Он учит кого-то. И также Бог может быть для кого-то, например, адвокатом. Согрешил перед Богом Отцом, стал: Иисус, прости меня, я каюсь. Иисус ходатайствует, прости его, он кается. Спасибо, ушел. А то, чтобы поменяться, измениться, освободиться, у Иисуса мы не спрашиваем. Для кого-то Иисус доктор, личный доктор. Иисус что-то здесь закололо, что-то здесь сил нет, что-то вот так. И мы Иисусу, получается, обращаемся как к личному доктору. Иисус иногда для нас получается как бодигард, телохранитель. Защити меня от всяких демонов, духов, злых людей. И мою дочку, и мою жену, и мою машину, и весь мой дом. Поставь ангелов на том углу, на том углу, на том. И на этом, да, пускай бодрствует, а я здесь молиться буду. И так, и к Иисусу мы так и относимся. Иногда просто как джину или кому-то: Иисус, благослови, дай денег. Да? И даруй способности. Иисус, дай, Иисус, дай. Иисус у нас, получается, опускается, или мы Его воспринимаем только на одном каком-то узком уровне. Он не является для нас Богом или Мессией. Хотя мы можем об этом говорить, но если осознанно подходить и посмотреть, как мы относимся к Иисусу и как мы Его воспринимаем, то получается совершенно по-другому. Если даже в церкви иногда бывает: Господи, благослови того брата или сестру. Если какие-нибудь терки получается, да? Мы думаем, что Иисус будет мстить. Мы находим это местописание в Ветхом Завете. Отомщение мне, говорит Господь, воздай ему по справедливости своей, да, а ко мне как бы милостиво относись. Бог так делать не будет. Иисус, Он как бы и не телохранитель, и не шериф. Он пришел спасти, взыскать и спасти погибших. У Него миссия другая. Он открывает нам Отца. И мы видим, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Петр сидит, я думаю, позади лодки, Иисус там стоит. Потом Иисус оборачивается к Петру: отойди на глубину, пожалуйста, и закиньте сеть. Отойдите на глубину и закиньте сеть. У Петра, я думаю, прям шары такие, раз, что? Отойдите на глубину, закиньте сети. Я думаю, что Петр не сразу ответил. Он думал, сейчас он выйдет, и мы пойдем домой. Кому еще всю ночь рыбачил, ничего не поймал, зачем туда идти? Он сидит и думает, что происходит. И раз посмотрел на толпу, и то давай, мы посмотрим, может быть что-нибудь такое. И раз посмотрел на Андрея, по-любому Симон что-нибудь такое досморозит. По-любому, да? Симон, только не сейчас, пожалуйста. Сделай это. И у всех глаза такие: знаешь, Иисус, мы всю ночь ловили рыбу, но никакой рыбы нету, да? Иисус стоит, улыбается. Ладно, по слову Твоему сделаем. Мужики, давай загружаемся, идем на глубину. И идут, да, мужики не хотят, раз, сети. Что, не мог отказать, что ли? Да что-то, посмотрим, да? Если он не, если сейчас не будет, то он, ненадежный человек, возомнил себя кем-то, да? И загрузились, и на глубину, и закинули сеть. Раз, тянут, и тут какая-то тяжесть. Рыба, есть. Раз, начинают собирать рыбу, у них сети начинают рваться. У всех радость. Рыбу продадим, новые сети возьмем. Обновление моего бизнеса. Бизнес задышит новым дыханием, да? Размеры какие, долги раздадим. Потом понимают, мы все вот это мы не унесем, других друзей своих. Мужики, к нам давай. Те подплыли. Все под какие проценты? 50-50. Да? Но это же евреи, по-любому так. Перед тем, как рыбу взять, давай 50 на 50. Вы же не ловили ничего, мы вам дадим, вы 50% своего того, что... Да, конечно, вот, и все начинает так. И Петр, я думаю, он сидит, все вот это размышляет, и у него начинаются, такие процессы внутри, в сердце, в разуме происходит, и начинает этот процесс, у него работать. Он думает, Андрей говорил, это Мессия,
Он исцелил мою тещу. Он изгнал духов из тех людей. Он исцелил тех людей. Он здесь стоит, учит. И он сказал, то, чтобы мы отошли в глубину и заброшены. Так кто же это? Кто же этот человек, который здесь в моей лодке? А Иисус, я думаю, он уже на корме сидит и улыбается, и радуется со всеми, смотрит на все этот процесс. И раз Петр смотрит на Иисуса, я думаю, что у него внутренний такой вопрос был. Господи, кто же он? Ну, это Богу Отцу, да, не к Иисусу. Уже он не понимал, что он не понимал, что это Господь. Иегова, либо Яхве, да. Кто этот человек? Боже, ты кто вообще? И, внутри такой вопрос такой задал. Он посмотрел, сфокусировался на Иисуса. И он вспомнил те вещи, которые Иисус произвел в их жизни, в жизни тещи, в жизни Андрея. И он слушал, по-любому слушал об Иисусе разную информацию, разные слухи ходили. Кто этот мужик, который у меня в лодке сидит? И прямо я думаю, что в этот момент Симону Петру Бог открыл то, что это и есть Господь. Я вам сейчас свою теологию объясню, да? Момент этого того, что когда Бог открыл, что это Господь, у Петра был страх. Он осознал свою греховность. Свою греховность, либо инаковость мы познаем по сравнению с чем-нибудь. Когда я понимаю, что я высокий, когда люди ниже меня, да, а когда люди выше меня, я понимаю, что я низковатенький. Когда у всех одежды грязные, и у меня вроде бы нормально, да, получается. А когда когда у людей одежда чистая, понимаю, что у тебя одежда грязная, и раз в тенек такой. И также с Иисусом. Он осознал и увидел, Бог ему открыл его святость. И он ляпнул, сказал что-то такое. Господи, выйди от меня, я человек грешный. Он понимал, что Иисус не утонет в этой воде, он пойдет по этой воде. Он понял, что это Господь. И на то, что на его такое кривое такое исповедание Иисус говорит: не бойся, иди за мной, и я сделаю тебя ловцом человеков, ловцом душ. Сейчас насчет своей теологии. Когда Иисус спрашивал учеников, за кого меня почитают люди, ученики за Иоанна Крестителя, за пророков, за Илью, да, и он спрашивал, а вы за кого? У Петра уже было откровение, то, что он Господь. Петр понимал, Бог ему открыл. Иисус говорил, никто не может прийти ко мне, если не приведет его Отец. И ему в этот раз еще дополнительное откровение приходит, то, что он Мессия, Христос, Сын Бога Живого. И он исповедал, он сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус смотрит, нравишься ты мне. Блажен ты, Симон. Первый раз тебе сказал Отец мой, да? И второй раз тебе сказал. Поэтому и блажен, в этом и есть блаженство. Ты счастливчик. Первый раз, когда мы что-нибудь находим, мы не считаем себя счастливчиками. Да? Даже элементарно 5000 земли нашел, счастливчик. А второй раз, да я блажен, у меня 10 тысяч как с куста просто, как грибы хожу собираю. Я счастливчик. Кто находил 10 тысяч? Хотя бы 5000 2 раза. Это как лотерея. Здесь тоже у Петра такая же ситуация получается. Первый раз Господь открыл, Бог открыл ему об этом. И это была насколько такая большая аргумент такой большой, что Петр, мужик, который, он видел все это чудеса вокруг себя. Пока его не коснулось, пока не открылся все это, он не был готов идти за Иисусом. Когда Иисус сказал, будешь ловцом человеков, а Петр говорит, да я грешный, я недостоин. Ничего страшного. Иди, следуй за мной. И вследствие того, что ты будешь следовать за мной, ты будешь ловцом душ человека. Не от тебя это зависит. Петр прекрасно осознал. Я нигде не соответствую никаким критериям Божьим. Я человек грешный. Я даже когда ты рядом был, да, тещу, я на тебя внимания не обращал. Я был загружен в своих проблемах, в земных вещах. Я человек грешный, я не соответствую. Я еще иногда грубоватенький такой. Ничего, следуй за мной. Когда будешь следовать за мной, будешь ловить души людей, души человеческие, для Бога приобретать.
А что это означает? Мы должны, как должны? Мы должны сфокусироваться на Иисусе, спросить у Бога: Бог, Отец, полностью раскрой, кто этот Иисус, кто же Иисус полностью, кем Он является, кто Он есть. Чтобы осознать и понимать, об этом написано сейчас. 1 Ефесянам послание. Я думаю, что вот это вот откровение Петру было, как давно, не так красноречиво, как здесь написано. 1 Ефесянам, 17 глава. Ефесянам, якутянам, да? 1 Ефесянам, 17 глава. Здесь Павел пишет: Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа премудрости. Это мы должны просить у Бога Отца, чтобы Он дал нам духа премудрости, чтобы нам осознать, кто мы есть и кто есть Бог. И без духа премудрости нам этого не познать, никак не открыть. И откровение к познанию Его. У Петра была частичка откровения познания Христа. Ты Господь, Ты Мессия, Ты Сын Бога Живого. Это частичка откровений. Эти откровения производят колоссальное изменение в твоей жизни, в твоем мышлении. Кто с тобой, перед тобой стоит. Даже элементарно тот факт того, что вы будете очень хорошо знакомы с олигархом, либо с президентом нашей страны, ваше поведение сразу изменится. И он скажет: по любым вопросам обращайся, никаких проблем. Сначала для приличия-то можно подойти, да? А можно вот это? Да, конечно, без проблем. А можно вот это? Да, конечно, без проблем. У человека неограниченная власть. Наше поведение, наше самоосознание, все это поменяется. И также, когда мы осознаем, мы поймем, с кем мы имеем дело. И тот, который нас выбрал, это Он выбрал Он сам просто нас выбрал. Не за то, что мы такие красивые, хорошие, красноречивые, правильные. Нет. Он сам захотел и тебя выбрал. Не знаю зачем, почему, но Он тебя выбрал, и Он тебя просто любит. Дальше смотрим. Познание Его и просветил очи сердца вашего. У Петра, я думаю, что в этот момент у него очи сердца просветились, открылись, так сказать. Опа, сердцем увидел. И здесь мы тоже должны взывать к Богу, что Он просветил очи нашего сердца. Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Надежда призвания. В чем мы призваны во Христе. И Бог говорит сразу Петру, там догадками ничего Он не говорит. Будешь ловцом душ человеческих. Пошли за мной. У Петра было определенное уже понимание, о чем он будет делать. То, что это написано в Евангелии от Матфея. Этот отрывок просто, отрывок жизни Петра был запечатлен в Евангелии от Матфея, когда Иисус призвал его. Вот этот момент был. Дальше читаем. Надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Богатство славного наследия. Мы являемся наследниками. Наследники, тебе дано будет или уже дано что-то. Тебе это нужно просто узнать и познать. И как этим распоряжаться, и как оно дается. Но ты уже де-факто являешься наследником Божьих определенных обетований, Божьих определенных вещей. Мы об этом не можем узнать, можем это пропустить, даже сидя в одной лодке с Иисусом. Когда мы загружены в себя, своих проблем. Когда мы к Богу относимся так к кому, который будет решать мои только проблемы. Яков об этом и говорит. Вы просите, но не получаете, потому что не на добро, для себя. Добро, оно считается, когда ты делаешь что-то для других людей. Для себя, я делаю себе добро, да? Молодец я, и в себя, да, это не добро. Добро – это когда я другому человеку просто делаю. Он не заслуживает, чтобы я к нему так относился. Если он заслуживает тому, что вот так относился, это не дружба, это не добро. Это что-то другое. Это такие взаимоотношения. А добро делается, просто, потому что ты такой человек. Если мы дальше если прочитаем, то определенно такое откровение у Петра было. И если мы
вкратце сказать, ловцом душ человеческих, это не просто, это не означает, что вы должны быть обязательно пасторами, либо диаконами, либо учителями, евангелистами. Эти все дары, они служат церкви, внутри церкви. Каждый из вас, вы призваны быть ловцом душ человеческих. Если вы идете за Иисусом, вы приняли решение исследовать за Иисусом, как результат того, что я следую за Иисусом, вы будете ловить души человеческие. Теперь простыми словами объясняю, человеческим. Если вы идете за Иисусом, если вы стали Его учеником, посвятили себя, то вы автоматически или как будете научаться от Иисуса и являть Иисуса своим детям, внучкам, коллегам, своей жизнью, своим поведением, своей измененной жизнью. Люди будут интересоваться среди такого хаоса и среди такой времени, почему ты такой спокойный? В нашей стране нестабильная ситуация. Наши родственники куда-то уходят, приходят, прилетают, а ты здесь, а у тебя мир. Может даже вот то, что вы, следуя за Иисусом, люди начинают, ваши родственники неверующие, начинают к вам за советами обращаться, потому что они видят в вас мудрость. Следующий, идущий за Богом, общающийся с Богом человек, он будет мудрым. С кем поведешься, от того и наберешься. И мудрость, люди это чувствуют, люди это видят. Перед тем таким серьезными решениями, выборами люди будут думать, как мне это сделать, как поступить. Давай-ка у него спрошу, что он скажет, посоветуй. И дай Господь мудрости вам, чтобы не просто оттолкнуть человека, прими Господа, тогда Он тебе все как бы поможет, да, тебе откроет. Нет, сначала нужно вам сказать человеку Божью мудрость, чтобы он заинтересовался, а не сразу покайся, прими Христа, Христос все решит. У человека вторая проблема будет – найти Христа. Опять, чтобы он зашел в свою лодку, да? Получается, у него опять где-то Иисус решает проблему. Нет, решение его проблемы в советах через вас. Тогда у вас будут последователи. Вы поймали внимание человека, души его. Люди начинают следовать, смотреть на вашу жизнь, на ваши действия. У него есть Бог. Ну-ка посмотрим, поможет ли Бог ему решить его проблему. И наблюдают, да, идут за вами. Наблюдение – это все равно, что идти за вами. Если я за кем-нибудь буду наблюдать, мне нужно ходить за ним. Это как в шпионских фильмах. Да? Второй на месте, вижу объект. Да? Наблюдаю визуально. Оставайтесь на месте. Держитесь от него на расстоянии 100 метров. Хорошо. И стоишь и наблюдаешь. И так же люди наблюдают. И те наблюдатели, они-то и начинают осуждать. Вроде бы христиане, да, повели себя так, недостойно. Мы думаем, да, что люди от наших слов шарахаются. Да мы автоматически стали ловцами душ человеческих. Мы их внимание заработали сразу. Наши родственники, друзья, коллеги, дети, все на нас смотрят и воспринимают как детей Божьих. И мы должны соответствовать их ожиданиям. Это не просто так религиозно, вот как-то себя исправить. Это от кем я общаюсь, идя за Иисусом, я становлюсь учеником Иисуса Христа. Иисус, научи меня, покажи мне. Даже проявлять любовь. Любовь Бог. Мы принимаем любовь Бога и отдаем им, получается, люди. Тогда за каждым человеком будут следовать люди. И, конечно, приходить к Богу, ловцами душ человеческих. Это не отсюда, не от кафедры. Да, как пасторы мы будем иметь определенное влияние. Но определенное влияние, как вот в большой пасторской встрече сказали, вы максимум то, что вы можете повлиять, это на 15 человек. 15 приближенных ваших человек, ваших помощников. И то даже сам Иисус 12 выбрал. Мы говорим 15, потому что, они так сказали, потому что Иисус сам сказал, вы сделаете больше дел, чем я. Вас хватит максимум на 15 человек. Если вас хватит на 15 человек, вы супер человек. Поэтому заботьтесь о людях, и эти люди будут заботиться о них. Это
не надо так думать, то, что вот пастор Алексей хватит на вас, на всех. Его не хватит на всех. Но можно, да, раз подойти, попросить помолиться, конечно, это так. Он за вас будет молиться, я за вас тоже буду молиться. Но когда за вас тоже молятся, и вас больше знают лидеры ваших домашних групп, те сестры, братья, с которыми вы здесь общаетесь, на определенных служениях, когда вы ходите. Все равно же перед тем, как взять или примкнуть к какому-нибудь служению, вы же смотрите на лидера этого служения и как он относится к вам. И он понимает ли, что от меня надо. Это и есть он ловец душ человеческих. И также и вы потом станете ловцами душ человеческих. Пошли туда. А что? У вас будет авторитет не просто как теолога, а того, который Бог изменил вашу жизнь. Они будут видеть люди, что Бог в вашей жизни производит работу. Они захотят этого принять. И раз пришли. Не из-за хорошего проповедника люди приходят, а из-за того, которого их приглашают. Близких, знакомых людей. Если я подойду, скажу, я пастор церкви, пойдем за мной в церковь. Да никто не пойдет за мной, если я выйду на улицу. Я для них никто. Но когда вы, ваши коллеги, вы для них коллеги, коллега, да, ваши родственники, вы для них как родственник, близкий человек. И также каждый следующий за Иисусом, он приобретает учеников. Как учеников, последователей. Ловец душ человеческих, да, получается. Я отсюда. Я все понятно говорю, да? Самый главный вопрос Божий, кто он, кто ты. Это вопрос Симона, я думаю, что был. И из-за этого он припал к ногам. Я думаю, он стоял, смотрел на Иисуса, а Иисус сидит на лодочке, да, получается. Кто? И открылось им, и он припал к ногам, раз, кинулся. Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный. Иисус посмотрел на него, улыбаясь. Не бойся, будешь ловить души человеческие. Дальше, если будем читать, то все вот это вот эйфория, бизнес, все, они оставили сети. Они ушли. Я думаю, все равно евреи свое взяли, да? Под реализацию наши, да, тоже. Нашим родственникам. Не забудьте, да, я вас призвал, да. Все равно проценты должны же капать определенные, да. Лодки, сеть моими же связями будете пользоваться. Моими точками, где я реализую свой товар, да, получается. Это глупо думать, что бросили все и ушли. Нет, так не делается. Это как-то будет по-детски, несерьезно. Христиане на самом деле очень серьезные люди. Серьезнее нас нет на свете, да? Но в этом тоже будет мудрость. Давайте помолимся. У меня время вышло. Помолимся, и если вы увидели себя таким же, как и Петр, если вы увидели то, что в вашей жизни где-то происходят чудеса, что вы вспомните того Андрея, который позвал вас. И вы даже увидите себя, когда вы сидите в одной лодке с Иисусом. Иисус учит, говорит о чем-то, но вы загружены в своих проблемах. Попросим Господа, чтобы Он открыл нам, показал себя. Идя за Иисусом, за Богом, человек воспринимает любовь. Я долгое время не мог воспринимать любовь Бога, Христа. Я думал, за что меня? Да просто так. Да так не бывает. Бывает, оказывается. Его любовь меняет. Он открывается нам любящим Бога. Более того, Он любящий Отец. Ты не один. Он заботится о тебе. Иисус твой наставник, учитель, ходатай. Но Он твой друг близкий. Очень близкий. Бог очень ревностный. Он даже вас не доверил никакому ангелу. Он Духом Своим Святым внутри вас. Он ближе всех на свете. Ближе, чем мое дыхание, Бог ближе ко мне. Мне не надо Его искать где-то там, где-то тут. Мне нужно просто остановиться, познать, как велик Господь. Боже, я знаю, что Ты слышишь меня. Ты внутри меня. Ты надо мной, Ты вокруг меня.
Я в тебе, ты во мне. Я растворен в тебе, и ты растворен во мне. Боже, открой мои глаза, очи, чтобы я мог последовать за тобой. Возьми мой взор просто от этих земных вещей, прикрепи их к себе, откуда пойдет жизнь, откуда пойдет сила для жизни, откуда идет любовь. Человек такое создание, мы что-то принимаем, что-то отдаем, мы не можем что-то в себе вечно хранить. Вы себе это очень сильно заметите. В коллективе, когда кто-то раздражен, вы раздражение тоже воспринимаете. В коллективе, когда все весело, вы тоже веселые, атмосферу создаем. И также христиане, если мы с Богом общаемся, мы Богу будем излучать, отдавать людям. Это просто элементарные вещи, от нас не зависящие сильно. Просто зависит, где будет и куда будет прикреплен мой взор, мое внимание. Давайте помолимся. Великий Бог, Отец, мы стоим перед Тобой. Молим Тебя, прости во имя Иисуса за то, что мы были осуетились, за то, что мы не замечали Тебя, мы не осознавали Тебя. Сейчас, стоя перед Тобой, молю Тебя, открой сердце каждого человека, чтобы они увидели Тебя. Открой, просвети очи сердца. Молю Тебя, Отец, чтобы каждый здесь стоящий, они увидели Тебя, они познали Тебя, Боже мой. Они познали Твою любовь, любовь безмерную, любовь безусловную. О Иисус, благослови также каждого здесь стоящего своим святым общением. Даруй благодать и познание Тебя, Боже мой. Благослови, чтобы каждый здесь стоящий человек был Твоим учеником, чтобы он следовал за Тобою, идя за Тобою, научался Твоей любви, Твоей мудрости, чтобы каждый здесь стоящий был ловцом душ человеческих. И это не зависит от социального статуса, от чего-нибудь, даже от наших способностей. Это все зависит от Тебя, Боже. Благослови, Господи. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты услышал молитву каждого здесь стоящего. Также я верю в то, что Ты будешь благословлять их и вести каждого человека и каждого дитя своего за собой, благословляя и открываясь им каждый день, даруя и показывая свою любовь, Боже. Спасибо Тебе за это. Мы благодарим Тебя за то, что Ты услышал наши молитвы. Будем славить и поклоняться Тебе. Живой, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И также, слава Господу. Также, если есть кто-нибудь среди вас, тот, кто... я могу такой вопрос задать, я многих здесь не знаю. И это и у себя не могу такой вопрос задать, да, потому что я всех знаю. И новичка тоже вижу и знаю, что человек новенький пришел. И также, если среди вас есть тот человек, который впервые в нашем собрании здесь, и тот, который не примирился с Богом, либо хочет обновить свое покаяние, то прошу вас сюда, я могу и хочу вместе с вами молиться, чтобы вы могли примириться с Богом, примириться со Христом, принять Его любовь. Давайте я спущусь. Эмиль Полигин. Кем деньги? Коля Николай. Ага. Ага. У вас? Меня Николай. Я буду вести вас в молитву покаяния. Эта молитва, по сути, если очень просто объяснить, что это молитва, это молитва принятия Отца. Вы возвращаетесь к Отцу Небесному. И мостом для того, чтобы возвратиться к Отцу, был Христос и является Христос. Он сам говорит: я есть им дверь. Вы войдете мной и выйдете. Вы
через Иисуса Христа будете. Иисус сказал, никто не может прийти ко мне, как только через меня. Вы будете сейчас, когда со мной молиться, примите любовь Христа. Вы примете прощение грехов. Вы примете Духа Святого. Ваши имена будут записаны в книге жизни. Книга жизни. Там будут написаны ваши имена. И оно не сотрется, Господь не сгладит. Вы доверьтесь Ему свою жизнь, идите. И также я верю и знаю, и написано также то, что вас сюда привел Бог Отец. Он познал вас, Он знает вас. И Он привел вас сюда, здесь, чтобы вы могли прийти ко Христу. И это начало очень большого пути христианского. Ваша жизнь будет уже не такой, как раньше. Ваша жизнь изменится. И изменится в лучшую сторону с Богом. Давайте я вас поведу в молитве. Вы следуйте за мной, хорошо? Это будет ваша молитва. Я вас просто, как маленького ребенка учат ходить, взяли за ручки и пошли. И также и с вами, примерно такие же действия будут. Дорогой Небесный Отец, да, внутри себя. Прошу Тебя, прости все мои грехи. Я признаю то, что я ходил и не знал Тебя. Молю Тебя, прости все мои прегрешения и грехи. Я верю в то, что Ты, Иисус, умер за меня на кресте, и Ты воскрес в мое оправдание. Я верю в то, что Отец, Ты простил все мои грехи. Я верю в то, что Ты записал мое имя на небесах. Молю Тебя, дай мне Духа Святого. Дух Святой, я молю Тебя, чтобы Ты благословил этих своих детей, чтобы Ты благословил и научал, и сделал таких людей, каких Ты хочешь видеть. Отец, я молю Тебя, чтобы Ты благословил и обновил отношения с Тобой, Отец. Я молю Тебя, Господи, чтобы Ты открывался им как любящий и благословляющий Отец. Я молю Тебя, Иисус, чтобы Ты ходил с ними и благословлял своим святым присутствием и общением. Дух Святой, я молю Тебя, чтобы Ты вошел в их сердца, чтобы Ты открывал им Писание. Я молю Тебя, чтобы во время молитвы, чтобы они общались с Тобой, чтобы Дух Святой, Ты научал их молиться, Отец Небесный. Я молю Тебя, чтобы каждый из них здесь стоящий, они пребывали в Твоем святом общении. Я молю Тебя, поведи их далее. Я уверяю их в Твои святые, сильные и любящие руки. И буду за все Тебя славить и хвалить. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Слава Богу! Вы получили благословение? Пусть это слово, которое вошло в ваше сердце, принесет ответы в вашу жизнь, и пусть будут плоды. А теперь мы приступаем к практической части. Будем молиться, сейчас возгревайте свою веру. Господь, мы просим Тебя, высвободи дары Духа Святого.